Разные ажиш, корыш, хачиш, разные хамажаучи, персик, айва, ерги, ваймали уже гянжи, жолжош. И это только малая часть. Фрукты, овощи и ягоды. Супруги Бековы занимаются выращиванием вкуснейших плодов уже более 15 лет. Как и в любом другом деле, это приносит свои приятные хлопоты, признается глава семьи. Ну, охоч уайесан, даир далц. Ага, саберли даже молили еже гяныш. Мы сейт из молхаш уез, обработки ешол. Да среди лета, да, гора, ага, что бог багаж, да, вайдадуч модацер. И бог бежал, что-то хочу, удар, разлил беж бог. Ну, охоч уайесан. Супруги Бековы занимаются выращиванием вкуснейших плодов уже более 15 лет. Комиссия конкурса на лучшее подсобное хозяйство навестила их первыми. Как и в любом другом деле, уход за таким урожаем приносит свои приятные хлопоты, признается глава семьи. Вот дамал хожил же, а мы варенье, что дел до инеж даюш хана. Так ему аса даиш тахах, фидда сар сар датсир сда хан датсар. Ер о баз ёкш бохла лилбердац. Андулал хаш кда хаш ходон. Уйги мол воз варенье, от гамайер ва хачбар. Заявку на участие в конкурсе на лучшее подсобное хозяйство семья Бековых подала более месяца назад. И в случае победы у них есть свои планы. Да, тяжко югеразла. Разные югераз, персик жуга, айва жугер. Также принять участие в конкурсе решила и другая семья Бековых, проживающих на улице Прогрессивная. Их хозяйство растянулось на 20 сотках земли. Здесь выращивают черешню, айву, сливу, абрикосы, персики, калину и не только. Овощи и зелень также не приходится закупать. Все свое. Хозяева люди скромные и радушные. Членов комиссии конкурса приняли тепло. Поделились тем, что очень любят свое дело и с трепетом относятся к каждому урожаю. Семья ухаживает за огородом, они работают. У них все условия здесь созданы, и полив, и все, что требуется овощам и продукции, которые выращивают в наших огородах. Конкурс на лучшее подсобное хозяйство в республике проходит уже 3-й раз. Количество заявок на участие достигло более 400. Это в 3 раза больше, чем в прошлом году. В связи с тем, что интерес к конкурсу растет, глава региона Махмуд Али Калиматов принял решение увеличить денежный фонд еще на 1 миллион рублей, распределив его на дополнительные 10 призовых мест. И с начала июля члены комиссии выезжают по адресатам для того, чтобы увидеть огороды и сады участников воочию. Прием заявок завершены. Мы позавчера мы закончили на Назрановском районе, мы уже начали сегодня Молгобек. Молгобек сегодня-завтра закончим и перейдем на Сужинский район. Экспертами при подведении итогов учитываются такие критерии, как разнообразие выращиваемой продукции, условия и ухоженность приусадебных участков. Попав в финал конкурса, участники получат дипломы и денежные призы. 2 победителям достанется по 500 тысяч рублей, занявшие 2-е и 3-е места 300 и 200 тысяч. 10 участников получат по 100 тысяч и столько же по 50 тысяч рублей. Призовой фонд сформирован за счет средств республиканского бюджета. Мадина Цора, Асхаб Белакиев, Новости 24.